Банка. Это Степ? Они только что Путина посадили. Это жестко. Если объединяться, то в Беларусь. Ты упомянул Тихановскую. Мне папа не разрешает. Чей Крым? Сало у Порошенко возьми. Как работают дети Тьюринга? Монстры юмора. С вами самые влиятельные люди этого мира – белорусы. Я Никита Мелкозеров, это канал «Жизнь малины», и у нас в гостях Марк Величко, капитан команды КВН «Дети Тьюринга». Это коллектив очень бодрых молодых белорусов, которые умудряются хорошо шутить даже в нынешнее непростое время. Откуда у вас такая информированность? 20-22-летние молодые люди, а повестка у вас очень четко отслеживается в юморе. Да, я думаю, что сейчас многие же такие, ну, в смысле. Вы же четко решили, что вы социально ориентированная, плюс немножко политическая команда. Или так вышло? Мы просто этим интересуемся, постоянно смотрим что-то. Ну, то есть я, например, постоянно смотрю, там, типа, тоже там Пивоварова, какого-нибудь там Навального, не знаю, кто там еще есть. Ну, типа, вот, очень сильно слежу, в принципе, за российскими новостями. А с тех пор, как мы там вышку упали еще сильнее, мы там, типа, начали просто... Там подписались на всякие тоже российские какие-то телеграм-каналы новостные, просто чтобы следить за всем этим. Я могу сказать за себя, мне лично просто это интересно, и мне кажется, что если есть какая-то тема, то, наверное, надо над ней шутить. А как оказалось, в КВН это еще и дают делать. Ты упомянул Навального. У вас была, по-моему, шутка про Навального? У нас был номер про Гарри Поттера, вот. И у нас там был персонаж Волан-де-Морт, мы его в России показывали, и мы говорили про то, что вот Волан-де-Морт, ну, это типа чувак, чье имя нельзя называть, хотя странно. Типа странно, что мы его привезли в Россию, потому что в России есть свой человек, чье имя нельзя называть. Типа что-то такое. Ну, просто это, там не было такого, что прям вот... У нас очень много накидонов про Навального, типа как бы было круто, типа вот там сделать такое, но мы их не несем. Есть какая-то идея про Навального? Конкретная шутка? Да, есть куча. Да у нас там было, ну есть дурацкая самая, типа это еще там 2 года назад было про то, что типа приехать в Москву, типа логотип вывести, типа и такой посмотреть, извините, пожалуйста, поменяется там на квадратный, типа просто... Насколько мы понимаем, в Москве овальные нельзя. И типа, а сейчас вот была штука с этим, что типа, прикиньте, ну это мы просто разгоняли, прикиньте на Первом канале, короче, сказать, что типа, слушайте, а на Первом канале можно про Навального шутить? И мне типа говорят, босс, ну наверное нет. Блин, жалко, такая шутка пропадает. Да ладно, расскажу, что. В общем, знаете, если много раз говорить «банка» подряд, то будет слышаться, как будто бы вы говорите «кабан». Типа вот смотрите, банка. Видите? Вот. А с Алексеем Навальным так не работает. Ну вот смотрите, Алексей Навальный. Ну попробуйте сами, Алексей Навальный. О, у нас есть еще одна смешная история. Ну, короче, я говорил про то, что это она придумалась там еще, типа, вот весной, наверное, но мы ее привезли в Светлогорск, и она очень смешно ушла. Мы, короче, там шутка такая, что я, типа, говорю, что вот на самом деле Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин очень похожи. Типа, вот на этом моменте нам уже редакторы сказали, что, типа, ну, мы приехали уже в августе, и они сказали, что, типа, ну, нет, нельзя сравнивать Путина и Лукашенко. Ну, типа, потому что это уже, типа, плохо. Мы такие, окей, ну, там, шутка вот изначально была такая, ну, типа, нам даже не важно, что вот смотрите, получается, у Лукашенко 5-й срок, и у Путина тоже 5-й срок. Ну, у Путина, типа, 4-й, но мы, типа, что вот к поправкам Конституции, что, типа, уже все. Вот, и он такой, что? У Путина уже 5-й срок? Мне кто-то говорил, типа, что у Путина уже 5-й срок? Я такой, ну да, смотри, с 2000 по 2004, с 2004 по 2008, потом с 2012 по 2018, и мне выходил, ну, Андрей, такой, босс, простите, что прерываю, я такой, блин, сбил, теперь заново считать. И, типа, и все, и шел дальше. Вот, ну, это вот как раз там были поправки, типа, вот все такое. Вот, а мы на редактуре, это был показ Александру Васильевичу, и я неправильно задал, да, наверное, я должен был говорить, что Владислав даже не знает, что у Путина уже 5-й срок.
А Владислав должен был отвечать, типа, что у Путина уже 5-й срок. А мы затупили, и я говорю, что Владислав даже не знает, какой у Путина срок. И мне он, Влад отвечает, что у Путина какой-то срок? И Александр Васильевич, что происходит? Они только что Путина посадили или что? А мы просто, типа, Кун решил вывернуться, и мы даже не поняли, что там, ну, то есть, даже не поняли, что за подтекст вообще получился и все такое. И нам редакторы сказали, что больше мы эту шутку никогда нигде не покажем, потому что... Ой. Сколько шуток у вас вырезали из этого номера? В Светлогорске? Светлогорск. Блин, очень много. Мы типа, это было вообще ж нереально. Мы еще живем прям в центре. И в 9 числа это прям под окнами там эти гранаты взрывались. Объясни мне, когда Светлогорск записывался? В конце августа. Типа мы вот поехали в Светлогорск где-то 17 августа, что-то такое. Ну, примерно, да. Я вот не помню точно. Я помню, что вот было прям жестко. И вот мы уехали, и примерно вот там все затихло, короче. Вот, и мы ехали... изначально, наверное, там как-то высказаться, что ли. Многим может показаться, что наше выступление... Многим может показаться наше... Многим может... Друзья, многим может показаться, что наше выступление было недостаточно музыкальным. Но это ощущение обманчиво. Дело в том, что все оно было про музыку. Мы начали с того, что сами выбрали и поставили пластинку. В какой-то момент мы даже перестали ее замечать. Казалось, что она уже неотъемлемая часть нашего выступления. Но в конце она начала играть так громко, что наши голоса белорусов, перестали слышать. Поэтому сейчас вы становитесь свидетелями исторического момента. Белорусы меняют пластинку. Невозможно было. Мы типа, это даже невозможно же там что-то писать, какие-то шутки, когда у тебя под окнами там гранаты взрываются. Потом, понятно, это все переместилось, но все равно ты выходишь в город, типа, вот на улицу просто, и какое-то ощущение просто, не знаю, какого-то вот Готэма, типа, прям какие-то пустые улицы. Мы вот один раз шли, вот с Андреем вышли в магазин просто, или что-то мы сидели очень долго дома, там писались, и мы вышли прогуляться и зашли на Зыбицкую. Вот, и там везде стояли эти заставы, там, где посольство Франции. Вот, и, короче, мы вот так вот прошли, типа, на Зыбицкую. И там вот была застава, а у меня такое как-то мне так проще, что ли. Я, короче, подошел просто к этой заставе, типа, ОМОНовцев, типа, спросила, где здесь пройти можно, вообще, как мне, типа, добраться. Вот, и они такие, да, типа, вот, проходи, типа, вот здесь, типа, показали, куда можно пройти, где, типа, мы такие, окей, все, пошли. И вот мимо нас проехали вот эти вот там гении есть, короче, велосипедисты эти гениальные, которые, типа, почему-то считают, что все думают, что они велосипедисты. В час ночи в шлепках, типа, в шортах и в майке с стрижкой, типа, выбритой по уставу. Катаются на велике. И вот мимо нас приехал велосипедист, типа, прямо типа, вниз повернул направо. Я оттуда вышел, там, типа, человек 6 ОМОНовцев, что-то такое. Вот, нас остановили. А мы только приехали вот тогда наверное, после премьерки, да, мы приехали. Мы тогда, короче, у нас был месяц, типа, прям разъездов. Мы вот до 9 мы были на премьерке. И потом вот, типа, уехали. Там у нас неделя была до того, чтобы ехать в Светлогорск. Вот, и они нас остановили, мы типа, говорим, что вот мы, типа, там, КВНчики приехали только. Вот, и они, короче, у Андрея не было телефона с собой, вот, а у меня был, типа, и они достали телефон. А я тогда вообще даже ничего не удалял, типа, то есть я там не удалял Телеграм или там какие-то каналы, ничего. Там чувак полез в галерею и, типа, смотрел мои фотки просто все, типа. Причем он вообще там какой-то, то есть он посмотрел там все фотки, чуть ли там пролистал, типа, причем он там открывал фотки, прям, типа, смотрел. Потом он такой, зайди в альбомы. И такой, блин, не знает, что ли, что в альбоме, то есть он просмотрел только что сейчас все фотки, он хочет сейчас их
как я их отсортировал, посмотреть, или что, ну, типа, вот, типа, посмотрел еще раз какие-то альбомы, какие-то лайкнутые фотки посмотрел, и в результате просто отдал телефон, типа, сказал, идите, типа, домой. Вот, и все, и мы пошли домой. Но и только потом я узнал, что, оказывается, ну, то есть тогда я почему-то, ну, не было такого вот этой вот известного прям штуки, что они забирают за какие-то там телеграм-каналы, например, или там, ну, что угодно, типа, просто смотрят телефон и забирают, типа. Но ваш звукарь попал под больший замес, да? Да, он провожал девушку, типа, домой, и не там, где были протесты, вообще где-то просто какая-то пустая улица, вечер, к нему просто подъехал бусик, открыли дверь, типа, девушка начала убегать, и его догнали, типа, ну, поймали, а девушка где-то села на скамейку просто, вот, и один из ОМОНовцев, он бежал за ней, и он, типа, добежал, посмотрел на нее на скамейке, типа, и просто развернулся, ушел и сказал все остальным, что, типа, не нашел ее. Вот. Ну, видимо, ей повезло, типа, на кого-то там. Где не повернется язык, наверное, прям супер нормального, ну, называть ОМОНовца супер нормальным, но, типа, вот он как-то, короче, решил ее не трогать. Вот, а Диму, да, запихнули в бусик, избили, типа, кричали, что, типа, там, что убьют его, там, что-то кричали, возвращайся в свою Украину. Это я говорю в Украину, они на Украину кричали. И вот, и, типа, просто избили и выкинули, типа, из бусика. И сказали, что там, типа, в следующий раз поймаем, убьем, что-то такое. Как в такой атмосфере делать юмор? Ну вот никак, это невозможно. Мы, типа, ты не можешь не сидеть в новостях, постоянно не смотреть, это просто вообще нереально. И, ну, отчасти, наверное, поэтому у нас, типа, ну, по юмору прям, типа, не очень сильное выступление было в Светлогорске, наверное. И мы вообще приехали, у нас там было 15-минутное, наверное, выступление, вот первый драфт наш, который мы отнесли на редактуру, там 15 минут манифеста какого-то просто, ну, то есть там какие-то шутки все там вот в этом, типа, все какие-то вот Одна из вырезанных, она же попала в общественное поле. Ну вот, да, ну и непонятно как вообще, что... Что, напомни. Ну, типа, Если что вы если вы боитесь- переживаете, что после того, как наше правительство это услышит, у нас будут проблемы, не переживайте, наше правительство нас не слышит. Ну да, вот ее убрали начальную самую шутку тоже. Я не сказал, что там нам как-то супер обидно, что там они как-то вырезают шутки, но это, блин, да, это просто нормально. И это вообще Александр Васильевич себя вырезал. И вырезал, типа, ну, что это прям совсем какой-то, ну, то есть он хотел убрать хотя бы какую-то часть таких вот острых, что ли, шуток, чтобы это не выглядело, ну, как какой-то там митинг, типа. Ну, вы заряженные приехали, да? Ну, да, прям, ну, типа, нам прям сказали на первой редактуре, что у вас, типа, прям флаги реют над головами, типа, это, ну, типа, нужно что-то, типа, с этим делать, типа, это не, ну, нельзя это показывать, типа, на это. Ну, и мы, ну, то есть наше финальное выступление, которое было, это совсем не то, что мы привезли изначально. Там, наверное, вообще почти ничего не осталось из того, что мы привезли изначально. Ваша шутка. Америка хочет вернуть Аляску, Япония хочет вернуть Курилы, Беларусь хочет вернуть СССР. Объясни. Да просто каламбур, типа, какой-то стереотип о том, что вот в Беларуси... Ну, как? Ну, типа, очевидно же, да, ерунда, что как будто бы белорусские власти все делают, чтобы был СССР. Вот, собственно, на это... Ну, как будто бы все это как-то понимают. В России есть такой стереотип какой-то связанности Беларуси и СССР. Как, в принципе, к вам относятся, когда вы приезжаете? Потому что мне кажется, что россияне как-то лучшего мнения о белорусах, чем белорусы о россиянах. Ну, наверное, может быть, кстати. Ну, Потому что про русофобию я слышал, а про белорусофобию я не слышал. да. Но, ну как, ну, типа, я не знаю, то есть я там не могу сказать, что я там плохо отношусь к россиянам или там что такое. Вот, но, ну, наоборот, хорошо я к ним отношусь. Просто, да я не знаю, вот, да, как-то о белорусах, наверное, везде какое-то такое очень хорошее впечатление, что ли. Вы шутили над интеграцией, а какого ты мнения о возможной интеграции с Россией? Резко отрицательного. Вот, ну,
Да, ну, там же, типа, по сути, все сказано. Дамы и господа, сегодня важнейший день в истории наших с вами государств. Дело в том, что совершенно недавно Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин встречались в Сочи для обсуждения углубленной интеграции Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы, как самые влиятельные люди этого мира, уже знаем исход этих переговоров. Друзья, завтра мы с вами проснемся в одной стране. В одной большой Беларуси. А почему вы не радуетесь? Радуйтесь, ведь теперь у вас тоже чисто. Белорусы больше не будут уезжать на заработки в Россию, они будут уезжать на заработки в регионы. Поздравляем, теперь вы тоже можете гордиться Дарьей Домрачевой. Ну и нам немного перепало, теперь мы можем гордиться Овечкиным, Малкиным, Дзюбой, Головиным, Черышевым и всеми остальными. Может быть, вы не радуетесь, потому что просто не понимаете, что я говорю? Поважанные сябры, віншуем вас, вы теперь так само белорусы. Если объединяться, то в Беларуси, окей. А типа, ну, я, типа, для меня, не знаю. Короче, я точно не хочу, я очень много слышал мнений о том, что если мы вот соединимся с Россией, то, типа, я уеду из Беларуси. Типа, ну, вот от людей, типа, да, разных. Вот, и я, типа, очень не хочу уезжать из Беларуси, и вообще там, и в принципе, наверное, я понимаю, что, возможно, когда-то там мне, например, может понадобится там жить в России, условно, там, для того, чтобы там работать, там что-то делать, вот, но я очень не хочу, чтобы Беларусь становилась частью России, и вообще, ну, для меня это, ну, я даже не представляю, ну, то есть это настолько отдельный народ, типа, настолько отдельный. Объясни разницу для людей, которые называют белорусов и россиян одним народом. Вот эти белорусские слова только, наверное, описывают белорусов, так вот, и их отличие, основное, это вот эта померкованность, там, не знаю, как будто бы белорусы гораздо более такие спокойные, типа, рассудительные. Мне никогда, мне очень нравится, что я, типа, могу доверять, типа, белорусам. Ну, то есть меня, наверное, никогда особо не обманывали вот так вот белорусы. У меня был опыт, например, с московской компанией, там, вот, когда я работал еще программистом. Мне прям говорили, ну, типа, ну, это ж русские, типа, что ты ожидал? Короче, не стоит работать с русскими, вот. Ну и понятно, что это там есть, наверное, какие-то люди, как вот то же самое, как там, не знаю, кавказцы, да, у которых есть отдельные их представители, которые портят общее впечатление о нации, хотя на самом деле это очень там гостеприимные и вообще очень воспитанные люди, в так принципе. есть и у россиян, да? Да, но мне тоже кажется, что да, то же самое, что есть какие-то вот такие. Ну, то есть в Беларуси людей, которые портят впечатление о нации, очень чуть мало. меньше, да. Один. Я, ну, про Василия Петровича, естественно. Соседа своего, да? Нет, он в другом доме живет, в другом районе. Мы не знакомы. Что человек 1998 года рождения думает про СССР? Ну, я, наверное, думаю то, в чем меня воспитывали родители, по сути. И, наверное, из-за воспитания мне, типа, очень не нравилось вообще все, что связано с Советским Союзом. Вообще, типа, все, абсолютно. Я сейчас начал как-то больше смотреть, там, читать что-то про это. Я даже посмотрел недавно фильм Пивоварова, когда он еще на НТВ работал, они его перезапускали еще раз. «Падение империи» по Гайдара книги. Ну и что-то как-то начинал, потому что раньше, честно, я еще вот там пару лет назад, для меня типа там Хрущев, Горбачев, это были Брежнев, примерно одни и те же люди. Ну типа я не понимал, кто за кем, там что там как. Вот для меня это просто какое-то болото все, вот типа это прям какой-то вообще... Ну и родители у меня всегда резко были против типа Советского Союза и там и все такое. Меня вот в школе в основном это все очень сильно отталкивало. Вот эти вот, я помню, что к нам пришли в пионеры там что-то вступать. И это вообще, ну, у меня родители типа, ну то есть мы верующие и типа, ну в смысле протестанты и, ну и все типа, ну то есть по сути это же там культ личности и вообще какое-то странное очень поклонение и
Вот, и мне родители сразу, типа, говорили еще в детстве, что, типа, вот придут, и ты, типа, ну, что не нужно туда, типа, идти. Вот, и я помню, что я был, типа, первым, наверное, кто в классе сказал, что, ну, все такие, ну да, и там учитель же всегда приходит, говорит, надо вступить, это, типа, вот, просто надо, типа, и все, нет выбора. Вот, и я такой говорю, ну, нет. И они такие, как, нет. Ну, вот, у меня всегда в школе была гениальная отмазка. Это вообще очень большое спасибо папе. Он вот на все сомнительные движухи и развлечения у меня была отмазка, мне папа не разрешает. Ну, короче, да, вот там лук был, типа, там, все собираемся на лук. Я такой, что за советская вообще фигня, типа, откуда это? Вот, и весь класс, типа, на лук. И я такой, ну, а меня папа не разрешает. И они такие, ну, иди домой. Или там, я помню, что был субботник. Вот, это обожаю, это все идут. И я не знаю, я такую свободу как будто бы чувствовал из-за этого, типа, что, ну, так а мне ничего не могут сделать, типа, в школе. У нас вообще обязательное среднее образование. Типа, меня даже не отчислят, ну, типа, из школы. Да и в целом, ну, типа, что? У меня есть родители, типа, которые, ну, у которых есть там свои убеждения, и, типа, и они придут и скажут, что, ну, нет, типа, ну, они же за мной следят, типа, не школа. Короче, у них не было такой как будто советской зашоренности насчет того, что типа это же школа, там так говорят, значит так надо делать. И вот мы шли на субботник, а там какая-то ерунда, там даже не территорию школы убирать надо, а территорию города, типа возле трассы М1, вот Жодино. И мы идем, и нас завуч ведет. Ну, а завуч очень крутая женщина, вот. Она у нас КВН курировала, типа, вот. И она там выдает всем лопаты, там какие-то там эти грабли. И мы идем по дороге с ней там этим строем, и я к ней подхожу, говорю, типа, Галина Антоновна, а правильно мы идем сейчас убирать, ну, типа, город? Она такая, ну да. Ну, я правильно понимаю, что это, вообще говоря, работа, ну, коммунальных служб? Ну да. А вы нас, ну, вместо уроков ведете убирать, и у родителей наших не особо спросили, да? Так это незаконно получается? Он говорит, Величко, отдай кому-то грабли, иди домой. И все. И я типа постоянно, я там ходил, все там убирались, она говорила, все, ему даже грабли не давайте, пошел нафиг. И типа... Ты доволен этим, что в тебе воспитали свободолюбие какое-то? Да, ну, по-моему, это вообще... Мне гораздо легче с этим было жить, наверное. Вашу генерацию называют непуганным поколением. Ты это ощущаешь? Ну вот, наверное, да. Ну, типа, да, вот как раз-таки в том, что, типа, как будто бы нету таких жестких там ну, то есть есть же авторитеты, да, понятно, но это люди, которых ты уважаешь, наверное, а не боишься, типа, и ты их слушаешь, потому что они что-то знают, а не потому что страх какой-то есть, и если не послушать, как это не послушать? Типа, это, скорее всего, просто понимание того, что послушать будет полезно, а не боязнь какая-то того, что если не послушаю, мне прилетит. Вот, наверное, Это основное отличие, например, вас от 30-летних, например, да? Ну, наверное, да. Да и вообще, я не знаю. Ну да, но есть же такое, что там кто-то боится что-то говорить, там до сих пор, типа... Ну, я не знаю, я замечаю прям, типа, есть вот чувак там постарше, вот он, Андрей, у нас был прикол с ним, когда мы там что-то сидели, обсуждали какую-то политику, и у нас окно стояло на проветривание в зале. И вот Андрюха подошел, закрыл окно, что-то сказал, типа, какое-то свое мнение, открыл и ушел. Типа, просто потому что как будто бы есть какой-то, не знаю, запуганность, фиг пойми. Тебе страшно шутить про политику? Да нет, наверное, нет. Наверное, нет. Ну, это вот и, наверное, и минус, типа, что, типа, как будто бы можно так взорваться, что ли, не знаю. Ну, типа, я просто не понимаю, а что может, типа, в моих шутках там кого-то покоробить или там что-то сделать такое, ну... Я смотрю некоторые ваши шутки в открытой лиге БГУ, ну, и я вообще удивляюсь, то есть там сейчас на сцену выходит команда «Белавия». Команда «Белавия» традиционно задерживается, а спонсор команды «Белавия» антимонопольная... Антимонопольная служба Республики Беларусь. Да, антимонопольная служба Республики Беларусь. Это смешно. А за это ничего не прилетает? Нет. Ну, все же понимают, ну, то есть, и там же это вызывает прям... Ты видишь, вот разница поколений, 32 и 22, да? То есть ты не понимаешь, в чем проблема, а я ищу там какую-то проблему. Ну, короче, это же прям очень хорошо зашло тогда, прям, что антимонопольная служба Республики Беларусь, это смешно. Ну, потому что,
Белавия, типа, прям куда смотрит, типа, есть ли вообще антимонопольная служба, это чем она занимается. Это какой-то прикол просто, типа, назвали и это. Когда-то на каком-то расходе у меня была мысль, но она просто в какую-то прям шутку не вытекла, что у нас в Беларуси есть такое правило, что службы могут взять себе какое-то название, если хотя бы 50% этого названия соответствует тому, чем они занимаются на самом деле. Типа, ты можешь быть там, типа, Министерство экономики. Если вы министерство, то ок, типа, ну, можете называться Министерство экономики. Очень короткая, но вдохновляющая история, которая привела нас сюда. Сюда — это одна из 2 минских кофеен «Инклюзивный бариста». В 2018 году колясочник Саша Авдевич запустил проект «Инклюзивный бариста». Планировалось, что ребят с инвалидностью будут учить варить кофе, а после они найдут работу в различных точках по стране. Но не случилось, к сожалению. У ребят было огромное хотение, но не предоставлялось возможности. Авдевич в таком случае резонно рассудил, что нужно открывать свою кофейню. В нее он вложил 8 кровных штук, и появилась точка на Романовской Слободе 8. Очень уютно и очень приятно. Ее директором стал Василий Евгеньевич Павликов, первый человек с синдромом Дауна в Беларуси, который занимает подобную должность. Пацаны сразу договорились, что как только продадут 5000 чашек, откроют вторую точку. И это случилось. Ребята реально красавцы. Они продали больше, чем 5000 чашек и написали об этом пост в ФБ. Этот пост прочитал генеральный директор А1 Хельмут Дус. Он позвал ребят на встречу, где, собственно говоря, и родился проект этой кофейни. Это «Инклюзивный бариста» на Интернациональной 36 в Минске. Тоже очень уютное место. Просторное помещение, много света, полностью безбарьерная среда и кофе в очень крутых чашках с шрифтом Брайля. Вася когда-то мне дарил такую чашку, и там было написано «Жить». Очень жизнеутверждающе. И да, эта история не столько про кофе, сколько про жизнь, которую нужно любить, несмотря ни на что. Кстати, «Инклюзивный бариста» совсем скоро открывается в Бресте. Так что Наташа, Саша, Вася большие молодцы. Зайдите, попейте кофе и поддержите их. А мы пока продолжаем смотреть это интервью. Как вы не поехали в Крым? 1/4 вы прошли? Нет, 1/8. Вот 1/4 в Крыму, и мы отказались, да. Как принимали решение? Мы не смогли туда поехать. Ну, у меня папа украинец, типа, ну, там родственники. У Андрея тоже папа украинец, тоже там родственники. Вот, и понятно, что если мы поедем туда, то нас, ну, типа, не пустят, вот, в Украину потом мы, типа, не увидимся. Ну, короче, нам показалось, что, наверное, это какой-то слишком большие потери, короче, для того, чтобы съездить. Даже потом, там, может быть, на всю жизнь вот эти вот все запреты. А мы вот в 1/4 КВН поиграли. Зато. Вот. Ну да, ну то есть, не знаю. Ну, родственники, университет, ну, типа, это что же, университета очень много там всяких этих друзей, партнеров, которые, ну, в Украине прям очень, ну, прям плохо относятся ко всяким таким посещениям Крыма. Как вы доносили свое решение до лиги? Ну, мы с редакторами разговаривали, вот мы сделали тогда второй сбор еще, типа, это переносилось, игра из-за пандемии, и летом мы сделали еще один сбор. Все там писали, у нас даже там что-то одобрили, там какую-то часть визитки, какую-то часть муза, уже все, мы типа онлайн редактировались. Вот, и решалось все это параллельно. Вот, и я тогда, наверное, вот мы созванивались со Шпеньковым, и он вот сказал, что все, ну вот, короче, все точно в Крыму. Вот. И мы тогда там звонили разным людям советоваться вообще как, что делать. И в результате, да, решили, что не поедем. Ну, мы там с тем же доктором Хаусом тоже, наверное, созванивались там в какой-то момент. Ну, это я просто спрашиваю, ну, то есть он там, Паша узнал, что мы не поедем, и вот позвонил спросить, типа, что, как. Как это восприняли руководители КВН? Ну, вот, кстати, хорошо. Ну, то есть, вообще, блин, я не знаю, так много было хейта там всякого на этот КВН в последнее время, вот везде. Ну, мы вообще не сталкивались с чем-то таким каким-то. Ну, как по мне вообще, в принципе, потому что мы вот не поехали, они так, ну, с пониманием, то есть Александр Васильевич нам сказал, что окей, мы возьмем вас в следующий сезон, типа, все понимаем. Ты понимал весь этот хейт, который на вас потом обрушился? Или ты не ощутил?
Я смеялся просто. Да это очень весело, мы до сих пор иногда разгоняем, типа спорим как-то в шутку, там что-то такое, там можем, типа, что, иди сало у Порошенко возьми. Ну и типа постоянно у нас даже до сих пор там осталось такое, что там один чувак это пророссийский такой, ну такой прокремлевский в смысле чувак, а второй прям типа за Украину. И вот они вот этими цитатами из комментариев перебрасываются постоянно. Это Самое просто смешное, вот что ты прочитал тогда. Ну вот это вот штука с Порошенко, наверное. Я не помню, что там точно было, но там типа что-то про минет Порошенко, типа засало родственникам в Украине, там вот такое. Нам в личку писали. Очень много было сообщений типа «ты нацист?» или «ты фашист?» Я такой «нет, а ты?» И там, ну, это женщина как-то писала. Я такой «нет, а ты?» И она такая «твоя семья проклята». И заблочила меня, типа, что я ничего не ответил. Эти проклятия через ВКонтакте самые действенные. Крымский политолог, один, я не помню его фамилию, после вашего отказа призывал БГУ объясниться по этому поводу. А что-то было, какая-то реакция со стороны университета? Да нет, наверное. Ну, в смысле... Ну это же все, это был резонанс. Да? Вы не пойми кто в КВН, я имею в виду. И тут как бы политическая новость. А на политику на стране реагируют всегда так себе. Нет, ну, насколько я помню, типа, ничего такого не было. Ну, именно, чтобы нам там из университета что-то прилетело. Ну, то есть все понимают, ну, это же изначально с университетом, типа, обговаривалось. Потому что, ну, в смысле, вот как-то призвал БГУ объясниться, когда Беларусь официально не признала Крым российским. Ну, типа, то есть это же изначально очень странная история, типа, команда из Беларуси, которая представляет, по сути, там, главный белорусский универ, выступает в Крыму на Первом канале, но при этом Беларусь не признала Крым российским. Типа, как, ну, это же вообще просто даже, ну, очень странно, что происходит вообще, почему. Поэтому мы не очень даже хотим, ну, блин, ну, непонятно. Ну, то есть это потом есть позиция страны, которая, типа, ну, понятно, что она там никакая в этом плане, но все равно они же не признали Крым российским. Поэтому, по-моему, это очень странно было бы, если бы мы там оказались. Окей. Чей Крым? Вот это вот, конечно, странный вопрос. Ну не, он не странный, мне интересен твой ответ. Ну, я думаю, что это... Мне не стоит, наверное, отвечать. Потому что это на территории Российской Федерации, это нарушение закона Российской Федерации. Теперь уже. Ну, у них же там есть закон за что-то там. За непризнание Крыма? Ну да, типа того. И что посмотреть, чтобы хотя бы примерно понять белорусский юмор? Я думаю, что либо это вот как раз-таки какой-то такой вот стендап у Совича, и еще КВН, Премьер-лига, Минское море. Вот, типа, это прикольно. Топ-3 книги от тебя. Когда все в школе читали, нужно было читать Булгакова «Мастера Маргарита», я, короче, ее не прочитал до сих пор. Потому что тогда я читал Лимонова «Книга мертвых». Вот, и это прям очень круто, мне очень понравилось. Меня вообще больше двигают такие антиутопии. Я когда вижу, насколько все плохо в книге, мне хочется делать все лучше в жизни. Типа. И мне... Еще 2 книги добавь. Блин, и мне очень понравился Драйзер, вот трилогия. В принципе, наверное, как-то так она. И Хаксли «О дивный новый мир». Ну, я говорю, просто очень люблю антиутопии, поэтому... Любимые фильмы? Вот фильмы я не то чтобы много смотрел, но я вот точно знаю, что есть, короче, вот есть фильм, последний раз, наверное, или один из последних разов вот таких вот, для меня это памятные разы, когда я заплакал, после фильма «Великий Гэтсби». Потому что вот там я скорее прям загнался. Ну, типа, вот опять же, вот это сравнение того, как он умер, и то, как он жил, типа, и меня вообще очень сильно это как-то тронуло, что ли, не знаю. А еще мне очень нравится «Схватка», «The Grey» с Лиамом Нисоном, там, где они на самолете упали. Я даже оттуда стих помню до сих пор. А еще 3? Пум-пум. О, есть, короче, очень крутая штука. Я не помню, как назывался фильм, который я смотрел, но вообще в целом есть «Догма 95».
это, короче, вот датские, типа вот вся эта скандинавские движуха, короче, снимают кино по определенным канонам. Каждый, кто типа подписывается под этот догмой, должен снимать вот определенным образом. И они не используют спецэффектов, штативов. Типа ты прям видишь, что у оператора руки трясутся. И нет спецэффектов, все, что происходит в кадре, все типа должно происходить с актером. То есть если он там занимается сексом в фильме, значит он должен заниматься сексом с, ну, типа, с актрисой. Или если он умирает, актер должен умереть. Типа. Ну, короче, ну понятно, там не бывает смертей, но из-за этого там очень крутые там типа диалоги. Ну, то есть они все фокусируют на какой-то проблеме, которую поднимают, и на диалогах там еще очень. Окей, любимые сериалы? Бруклин 9.9, Форс-мажоры. Мне очень нравились когда-то вообще, это было очень давно, «Белый воротничок», «Белые воротнички», там Нил Кэфри был. И, ну вот, типа, «Лучше звоните Солу». Наверное, только, но я, кстати, не смотрю вообще попсовых таких, супер попсовых. Вот если я слышу, вот я не смотрел Breaking Bad и не смотрел «Игру престолов». Любимые подкасты? Ой, их, наверное, несколько. Мне вот очень понравился подкаст Комиссаренко. Я его весь посмотрел сейчас вот недавно буквально. Потому что очень круто, когда чувак из юмора Говорит про юмор. говорит... Нет, меня больше зацепило, что он типа не юморит. Там. Ну, типа, наконец-то, серьезно, типа просто говорить без шуток. И вообще, ну и, наверное, Куджи. Еще есть очень крутой, и вот тоже недавно начал смотреть «История на ночь». YouTube-канал, который ты смотришь? Редакция, Навальный, Oversimplified, и тот, кто его переводит, это там Мудряныч. Ну, Label.com, ну так, типа, прям не все. Каца смотрю. Ну, Каца я, типа, в какой-то момент, знаешь, такие... Передоз случился, да? Да, ну, у меня, как и у Навального, типа, когда ты видишь, что, типа, это же, наверное, супер важно понимать, что, типа, все, что говорят, если, короче, оппозиционные чуваки что-то говорят, то это же, ну, тоже пропаганда, типа, ну, в смысле, почему-то люди, я вот замечал, что люди используют слово «пропаганда» только в отношении к госсми, типа, а на самом же деле, ну, там же прям пропаганда лютейшая, ну, то есть они постоянно одно и то же повторяют, одно и то же вдалбливают, типа, надо как-то это отсекать, поэтому я у Кати больше смотрю исторические, типа, всякие штуки. Окей, главная песня Беларуси? Ну, правильный ответ — гимн. Как вы записывали обращение к администрации президента и администрации БГУ? Это было 13 августа. Здравствуйте. Мы команда КВН «Дети Тьюринга» БГУ. И мы знаем, что это видео посмотрят в администрации БГУ и администрации президента. Поэтому мы обращаемся в первую очередь к вам. Мы просим вас прекратить насилие и противоправные действия со стороны силовых структур, направленные на мирное население Республики Беларусь. Ну вот это было после того, как нас вот с Андреем там обыскивали на улице и Диму избили. Ну было, короче, понимание, что, наверное, нельзя оставаться в стране просто от этого всего. Вот. И хоть что-то типа сделать, хоть не знаю, хоть как-то там. Вот у нас это было просто вот видео. Типа. Ну и мы понимали, что там вот в Светлогорске, наверное, мы что-то скажем. Ну потому что вот это насилие, которое было на улицах, ну это что-то нереальное. Ну типа вообще не очень представляю, как это вообще, не знаю, короче, ну это просто какая-то дичь абсолютная. И что-то надо было, наверное. Ну мне кажется, что любой нормальный человек, в принципе, типа не должен оставаться в стороне от этого, что ли. Ну то есть... Типа, я не говорю про политические взгляды, там, ну, мы, типа, короче, мы выступали скорее, это, типа, против вот этого насилия непонятного, вот это, и мне кажется, что любой человек, ну, я просто не представляю, каким нужно быть человеком, чтобы, типа, услышать, там, что девушку изнасиловали в тюрьме, и, типа, ну и ладно, ну, типа, я, там, не должна была, наверное, выходить, типа, ну, типа... Ну, в Америке тоже людей бьют в тюрьме. Типа. Какие реакции вам прилетели на это заявление? Просто на достаточно коротком отрезке времени вы сперва говорите о том, что вы не едете в Крым, потом вы выражаете свою позицию по событиям августовским. Что говорили? Да, на самом деле ничего. Ну, там в том плане, что там в комментариях, ну, там даже почти не было никаких негативных. Универ сказал, что просто написал, что вот они, типа,
ответят на наше, типа, обращение. Ответили? Ну, да, ну там, типа, такое размытое. Но в любом случае, типа, хорошо, что универ, например, не там отчисляет, не увольняет людей, насколько я знаю. Ну, тогда не увольнял, по крайней мере. Сейчас не знаю. К вам приезжала Жека Чанова, Да. и ваш Дима был на этой встрече. Расскажи мне, что он рассказывал. Ну, Дима стал мемом, да, у вас, очевидно? ну да, мы типа не очень поняли, что за... Ну, типа, нам кажется, что изначально очень глупо, наверное, что ли, рассчитывать на какой-то диалог, типа, от нее. Ну, я, короче, ненавижу, ну, очень не люблю у себя вот в жизни такую штуку, когда мне тыкают возрастом моим. Типа, что раз мне, типа, какое-то определенное количество лет, значит, я не могу рассуждать, типа, на какие-то определенные темы, или значит, что я, типа, могу рассуждать, но до чего-то дорассуждаться, типа, не могу, потому что, ну, молодой человек, он априори тупой. Типа, вот, ну, очень много же такого, на самом деле. И вот, и мне это очень не нравится, особенно когда ты видишь, ну, типа, прям каких-то очень глупых, очень взрослых людей, типа, и ты, как бы, и которые тебе говорят, что, ну, а что ты можешь знать, тебе там, типа, вот, 20 лет. У меня, есть даже история про это, я решил мы играем в бильярд очень часто. Ну, мы в снукер играем, но, типа, вот с ребятами. Вот, и мы были в бильярд-клубе, и я у выхода просто решил, короче, я вот такой задумался, что вот, ну, реально же есть такая, ну, возможно, типа, это мой самообман, что у меня есть вот этот социальный пузырь людей, с которыми я общаюсь, и вот они все придерживаются какой-то одной точки зрения. Возможно, если за него выйти, то там окажется, что все не так, как у меня в пузыре. И я просто, вот выходил мужик из бара, ну, из клуба этого, вот, с девушкой. Я просто к нему подошел, а он вот реально выглядел как человек, который может поддерживать действующую власть. Как будто бы вот он, типа, вот такой. Я вот у него спросил, просто вот у выхода, типа, я такой, слушайте, вот мне просто интересно, можете сказать, что вот вы держите или нет? И вот оказалось, что он, типа, вот поддерживает действующую власть прям, типа, вот во всем, типа, вот, ну, там в том плане, что, типа, что Тихановская, она же уехала, а потом из Литвы там сидит и, типа, что-то говорит. Так приедь сюда, типа, и вот здесь говори. И что-то он мне сказал, типа, а сколько тебе лет? И я такой, ну, 22. Ой, небольшая ремарка, ему оказалось 25. Он такой, ой, 22, да ты при других президентах и не жил. Я говорю, ну, так ты тоже не жил при других президентах. Он такой, ой, да что ты можешь знать? Вот когда в 93-м году Союз развалился, я такой, ну, в 91-м. Он такой, в 93-м. Такой, ну, нет, ну, в 91-м, типа, такой, спорим? Я такой, ну, типа, я не знаю, это какой-то прикол или нет, ну, давай, типа, мы спорим. И он такой жене говорит, типа, жена, ну, это жена его оказалась, такая, жена, разбей. Я такой, жена такая, а о чем вы спорите? Он говорит, он этот говорит, что Союз в 91-м распался, он не знает, что в 93-м. И жена такая, дорогой, ну, он реально в 91-м распался. А он такой поворачивается на нее, ты за меня или за него? Я, короче, она такая, я не буду разбивать. Подходит маркер, ну, типа администратор вот в бильярд-клубах, подходит маркер, а мы там знакомы, мы играем там уже очень давно, вот, и он подходит, типа, а что тут происходит? Он говорит, да вот спорим, типа, что я говорю, что Союз в 91-м распался, он говорит, что в 93-м, вот, типа, и этот чувак ему, типа, разбей наш спор, и он на меня смотрит, маркер такой, ты прикалываешься, просто какого-то бухого человека нашел, решил его развести, типа, что такое, я не буду разбивать. Мы, короче, не нашли того, кто нам разобьет, потому что все отказывались. И он такой стоит, и мы все это время руки держали, и он такой, ладно, давай так, ни ты не прав, ни я. И он
Окей, мы с Ткачановой начинали. Да. Ну, то есть тебе не понравилась Да. ее позиция, Не, что, не. грубо говоря, она там... Не, я к тому, что вот когда... короче, я почти, типа, я могу быть неправ, но мне кажется, что, типа, вот с ней диалог не может... Она, типа, пришла не на диалог в университет, потому что, ну, сколько ей лет, типа, какой у нее опыт, и вот что это дети сидят, типа, в аудитории, и ей нужно просто объяснить деткам сейчас, как все устроено и что нужно, типа, что нужно делать, потому что детки не понимают. А это, ну, нифига не детки, типа. И, наверное, в современном мире зачастую они даже больше разбираются, чем она, типа. И почти все, по-моему, вот какие-то крутые люди, типа, там, старшего возраста, они же как будто бы взаимодействуют с молодежью и подбирают у них, типа, что-то, какой-то опыт. А это как будто бы люди, которые считают, что ну, ничему не может их научить молодежь в принципе, типа, ну, то есть, что это, типа, просто глупые люди, они, типа, просто неопытные, типа, им нужно просто рассказать. Ну, мне кажется, что не надо ничего молодежи рассказывать, она, ну, больше даже видит, чем люди, типа, постарше. Просто, ну, понятно, что какие-то люди постарше с опытом, которые, ну, мне кажется, вот в этом же, типа, есть интеллект, что ты просто умеешь абсорбировать опыт, и, типа, применять его в жизни. Вот это ум, типа. А если ты очень опытный, но не знаешь, что с этим делать, то, типа, наверное, это бесполезно. Ты упомянул Тихановскую. У ваших коллег и земляков, ребят из Доктор Хаус, была шутка про Тихановскую. Она тоже вызвала большой резонанс. Как тебе? Ну, мне не очень понравилось. Ну, слабо сказано, но да, мне не понравилось. Я не понимаю их. Ну, Тебе не понравилось техническое исполнение, либо сам посыл? ну, посыл, конечно. Ну, то есть, да, ну, на самом деле, даже и, в принципе, там, техническое исполнение тоже, наверное. Короче, я, насколько знаю, по там трансляции из зала, типа там текстовой, что были какие-то группы прям людей, ну, короче, что вот какие-то группки людей в зале, они типа веселились, а большинство зала, у них было недоумение, типа они не понимали, почему белорусы вышли сейчас на сцену и показывают, ну, типа вот так. Ну, я тоже не понимаю. Чисто технически объясни, почему про Лукашенко шутить можно, а про Тихановскую нельзя? Можно, короче, шутить, про все можно шутить. Ну, типа, вообще абсолютно про все. Типа, с этой точки зрения просто как будто бы мне, ну, это моя личная, типа, позиция, что нужно, если у тебя есть позиция, высказывай ее, типа, ну, окей. Если ты там против, например, Тихановской, то, типа, все ок. Просто потом же через пару номеров был номер с Лукашенко, где, типа, он там вдруг что-то переобувается, что-то там, ну, короче, их будто выставляют в не очень хорошем свете Лукашенко. Так, а что происходит вообще? Почему, типа, вот такие вот... То есть это просто наброски, типа, на все подряд, без какой-либо там... Ну, меня просто вот именно смущает вот это, типа, непонятность позиции. Вот я могу быть не согласен, типа, но, типа, не мне там критиковать людей за их позицию, просто, ну, есть она у них, и, наверное, она какая-то осознанная. Ну и плюс, типа, мне кажется, что если трогать вот такие темы, то там должен быть болт прям. Ну, типа, болт в смысле, очень хорошая шутка, вот центральная, ради которой это все показывается. Мне кажется, ее там не было. Ну, типа, это просто был... Я правильно понимаю, что тебе еще не очень понравилась эта шутка, потому что тогда Тихановская была в слабой позиции? Мне кажется, что не стоит, да, шутить над людьми, когда они, ну, их жизнь там находится под угрозой, там, или там жизнь их семьи, типа, родных. Вот. Мне кажется, что нужно сначала дождаться, пока все станет... Ну, блин, как можно, ну, это шутить над человеком с, не знаю, с простреленным животом вот сейчас, типа, ну, это же, почему вы, типа, дайте ему вылечиться, а потом подкалываете его, сколько влезет там, ну. Ну и болта не было, мне вот, типа, еще тоже. Мне кажется, что, ну, окей, любой блок можно показать, наверное, в любом юморе, просто, типа, это должно быть оправдано. То же самое, как нам всегда говорят про то, что вот если вы подходите к Александру Васильевичу, трогаете или там какой-то из жюри, это должно быть оправдано. Нельзя просто, типа, подойти, пару рядовых шуток сказать, и все. Ну, типа, нужен болт. Если ты идешь к Васильевичу, ты должен понимать, что это прям должно быть очень смешно, иначе, типа, нет смысла. Вот. Мне кажется, тут то же самое. И Лукашенко тоже трогать. Зачем его трогать просто так? Мне кажется, что нужно, чтобы было прям что-то сильное. Короче, прям очень. За что ты стал уважать белорусов?
больше после августа? Для меня самое крутое, что есть, это то, как все сплотились, типа. Ну, вот у меня просто всегда было такое, что это еще и совпало вот с моим, я там съехал от родителей, когда я жил с родителями, я даже, наверное, почти никогда не знал своих соседей, типа. Ну, мы снимали очень часто, типа, прям постоянно, вот, и я там особо не знал соседей и все такое. Вот, и это так совпало, что у нас прям очень прикольные соседи, там дедушка, который постоянно выходит и такой, ну что, сегодня без потерь? И он каждый день вот в августе, что, как там наш? И бабушка у него жена, она такая пожилая, она идет за ним такая, я вообще не понимаю, живи Беларусь, такой милый слоган, почему за него бьют людей? И тебя на каждый раз удивляется, живи Беларусь, такой же милый, такой классный слоган, почему, типа, что происходит? Вот сейчас, вот реально после августа, как будто почувствовал, что ты реально вот часть народа, что ли, какого-то, часть какого-то, огромного коллектива. И вот, не знаю, очень крутое ощущение, что... Ну, я раньше не ощущал этого вообще. Типа, что, ну, люди на улицах были чужими, а сейчас они не чужие, мне кажется, больше. Уже ты понимаешь, что у них те же проблемы, что и у тебя примерно там. И, ну, да, вот мне кажется, немножко небольшое разбили. У меня всегда сидел в голове вот это вот... Как это вот эта фраза, что белорусы и типа... Огульная млявость, обяков. Да, да, и типа... Вот, а тут как будто бы вот чуть-чуть они сломили этот стереотип. Ну, мы, типа, ну, в том плане, что... Ну, нет уже, получается. Ну, я реально думал, что... Ну, то есть мы даже там с папой, наверное, разговаривали, он говорил... Ну, он сам, типа, там, много намешан. Я вообще... У меня национальность моя, это, она такая очень какая-то обширная. У меня там есть, ну, папа вообще, у него там паспорт украинский, он родился в Казахстане, у него там, типа, папа его еврей, мама китаянка, типа, и, короче, там просто очень много чего. Вот, и он говорит, что вот там, например, в Украине там просто очень взрывные люди, типа, вот у них такая вот какая-то ментальность, типа, что они прям не будут сидеть ровно, а белорусы, они как будто бы, ну, даже если жжется, то, типа, можно и посидеть. А тут вот как-то это все вот надломилось, как будто уже столько терпели, не знаю, что вот прикольно, что это оказалось неправдой, что можно все что угодно с белорусами делать, и они будут терпеть. Ребят, по этому поводу, пожалуйста, вот здесь вот сейчас будет выведено, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь, пожалуйста, на инстаграм Марка, там преступно мало подписок, и на инстаграм детей Тьюринга, все это будет указано у нас в описании. Давай поговорим про Алана Тьюринга. Окей, 1000 раз. Первый программист в истории человечества. Ну, там он не то чтобы первый, но, по сути, просто Тьюринг первым, ну, он же ЭВМ, по сути, изобрел. Ну, поэтому отчасти, может быть, можно и его считать первым. Но при этом это очень трагическая фигура. Это гомосексуалист, который подвергся гонениям за это, за все. Что было дальше? У него была химическая кастрация, вот, и он убил себя, отравив яблоко цианидом. Ну, откусил яблоко. И есть теория о том, что как раз-таки Джобс в честь него типа сделал логотип «Откусанное яблоко». Откуда он взялся в названии вашей команды? С учетом его, ну, просто ужасной судьбы. Прикол, просто прикол. Ну, на самом деле, кстати, многие... Ну, то есть, да, вот не могло быть детей, мы дети Тьюринга, у нас был изначально концепт о том, что мы шпионы, и, короче, мы подумали, что вот это очень прикольно, что дети Тьюринга — это люди, которых нет, и мы, типа, вот, типа, шпионы, это тоже люди, которых нет, по сути. Вот, и мы, короче, поэтому так назвались. Ну, а для официальной версии всегда говорили, что мы дети Тьюринга, потому что мы все программисты, типа, и вот, вот такое. И учились на программистов, собственно говоря. Да, ну и работали почти все, наверное. Когда в 2021 году вспоминаешь КВН, начинаешь немножко удивляться, что как бы дело не самое модное. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, проблема-то в том, что очень большая конкуренция в юморе. Но у него все равно есть какой-то свой зритель, которого типа, достаточно даже много. Ну как, относительно там много. Вот. И, ну, понятно, что это там уже как-то все подустарело. Я не могу соответственности. То есть ты понимаешь, что КВН как бы немножко не тот, но ты в свои достаточно молодые годы им занимаешься. Ну, мне нравится. Ну, я не знаю. То есть все равно это же не, ну, один из немногих вообще, ну, одна из немногих площадок для юмора, где ты можешь
шутить как-то образованно, что ли. Ну, то есть, где ты не будешь использовать там мат, например, не будешь там трогать каких-то пошлых, плоских тем. Ну, хотя можно, конечно, этим очень много кто делает, но все равно. У тебя был в международной лиге КВН, у тебя был стёб по поводу стендапа когда-то. Ну, то есть ты пытался его изображать в самых простых вещах. Вот заходишь в бар, вот так. да. Объясни мне мотивацию этого стёба. Это реально было высмеивание? По сути, это стёб не стендапа же, а клише просто. Ну, то есть у любого какого-то направления в какой-то момент появляются клише, которые зачем-то почему-то все повторяют и вообще, наверное, считают, что так и надо. Я лично ничего против стендапа не имею. Мне в принципе, нравится. Отчасти. Потому что я один раз был вот в Минске на открытом микрофоне, и мне очень не понравилось. Я вот не понимаю, на самом деле, вот стендап вот в этом, что у них есть вот эта обкатка материала, и как будто бы многие люди, которые этим занимаются там или хотят этим заниматься, они очень сильно... Короче, для меня это неуважение к зрителю. Когда ты выходишь на сцену и повторяешь типа... У меня у самого типа это, ну, там, слово «паразит». Ну, то есть в твоем представлении показывать сырой материал — это неуважение? Ну, не то чтобы сырой, но вот настолько... Ну, то есть ты же можешь хотя бы его выучить перед тем, как выйти на сцену. Ну, или примерно выучить. Или, ну, а как? Мы вот сидели, и там был чувак реально, который вот типа вставлял, ну, постоянно. И мы реально, ну, предугадывали, когда он скажет типа, мы просто шептали типа, и он такой типа. И потому что несложно, он через слово реально его вставлял. Ну, видимо, он волнуется, там, это какое-то вот... Но, не знаю, я прям был недоволен, что я пришел послушать, потому что... Я понимаю, ну, то есть там были чуваки, которые прям, понятно, они какие-то более профессиональные, понятно, что там, а куда идти людям, которые никогда не были на сцене, например, и все такое. Вот, но просто для меня это какой-то... как будто бы удручающая составляющая стендапа, наверное, вот эти вот обкатки материала у людей, у которых нет опыта на сцене, наверное, и они постоянно сыпят этими словами паразитами, забывают что-то. Плюс, наверное, КВН в том, что, ну, и плюс, и минус, типа, в том, что есть редактура. И если тебе повезло, и у тебя крутой редактор, то это очень сильно помогает. Это просто реально... Ну как, он учит тебя, по сути. Это круто, когда ты можешь прийти, и тебе скажут, ну слушай, вот это не прикольно. Ну или такое было уже. Потому что ты-то не знаешь, я там вообще не особо там КВН смотрел когда-то. А человек понимает, что вот это уже было. И ты такой, ну значит не стоит, наверное, этого показывать. Было бы тупо, если бы ты вышел на сцену и показал, хотя бы просто потому что не знал, что такое уже было. Я правильно понимаю, что у тебя насмотренность КВН вообще слабая? Да, я очень мало смотрел КВН. Я вот сейчас как-то периодически пытаюсь там что-то смотреть, вот, но, блин, вот у нас есть Андрей, который вот просто, вот он там весь старый КВН просто наизусть знает. Чем был хорош тот состав БГУ? Ну, это просто была огромная какая-то махина, машина просто была, они не могли, ну, то есть... У них же были подразделения по всей Беларуси, там, типа, у них была команда там в Бресте, типа, команда там в Витебске, там, или даже пару команд. Вот тот же Муругов, он же из Бреста, ну, вот, у них там были минских там пару, это было просто там очень много людей, очень много команд, типа, которые объединялись, они писали в своих городах, потом съезжались в Минск там на сбор, что-то приносили, то есть они там где-то еще там в лигах это обкатывали. Потом съезжались, приносили, у них как-то было выстроено, просто все так построено, что это просто, ну, они вот собрали всех вообще, как будто бы... Все лучшие стороны, да? Ну да, вот ЧП там остались, наверное, ну вот, типа... Ну это просто машина какая-то была, вот, наверное, это их главный плюс, что они просто какие-то монстры юмора были, типа, ну, просто перемалывали все подряд. На контрасте с ними, как работают дети Тьюринга? Ну, мы не машина. Ну как, но сейчас мы потихоньку пришли к тому, что мы вот сейчас каждый день работаем, ну, и потому что обычно у команд это больше такое, ну, то есть такими наплывами они там соберутся и там вот напишут что-то. Вот, и у меня очень долго было ощущение, что, ну, из-за того, что мы вот только начали, мне каждый раз казалось, что мы просто чудом каким-то пишем выступление, ну, типа, что это чудо, что мы написали. Вот это каждый раз было чудо, что мы просто что-то придумали, что-то там вот прикольное. А потом, вот сейчас, когда начали собираться, у меня вот это ощущение пропало. Я понял, что мы уже, ну,
мы уже можем написать. Типа, просто где-то будет, ну, то есть мы примерно знаем, что мы делаем, типа, что мы пишем и все такое. Просто где-то это будет, например, чуть хуже, а где-то мы что-нибудь придумаем прикольное, еще больше, но вот свое стандартное выступление, типа, мы вот можем написать, короче, там, за неделю мы там можем визитку написать, просто, ну, вот, когда-то получится очень крутым, когда-то не очень крутым, но в целом можем. Какие вещи тебя напрягают в классическом КВН? Ну, шаблонность, типа, очень видно, когда... У вас надо отметить, что у вас были внутри выступлений стёбы над классическим КВНом. Мгм. Они, наверное, и будут. Ну, то есть просто нам больше нравилось вот это. Ну, то есть, ну, на самом деле, ну как? Вот даже тот же подход к Эрнсту, это же тоже какой-то... Шаблон. Точнее, это его, типа, разрушение. Ну, потому что это вообще вот это родилось из-за того, что мы вот первый сезон играем, короче, вот самый первый сезон, мы вообще ничего не знаем. Мы не знаем, что есть Сочи, там, мы, типа, что там, вообще ничего не понимаем. И вот мы дошли до финала, и нам говорят, что на финал приедет Куприда. Вот. И нам редакторы прямо говорят, что надо писать, надо, типа, там, надо прям хорошо выступить. Это же Куприда, и они так его боятся, и всем говорят, что надо выступить, как надо что показать, что вот приедет Куприда. А мы вообще не знаем, кто такой Куприда. Вот, и мы вот сидели и такие, так а кто он такой вообще, почему мы должны, типа, к нему именно готовиться, очень непонятно. Вот, и тогда вот появился этот блог с тем, что я не знаю, кто такой Куприда, и ищу... В зале его. Да, в зале. И, ну, и потом мы вообще, у нас была влажная мечта о том, что вот прикиньте, мы будем в высшей лиге когда-нибудь и покажем блог с поиском на Путина, типа. Но мы же белорусы, мы не знаем, кто такой Путин, типа, почему мы должны знать. И короче, вот. Но донесли его вот до Эрнста. Ну, тоже, по сути, там же все, в основном, команды лебезят, там как-то, типа, ну, в Сочи мы это на Васильевича показывали, и тоже Васильевич, ну, по сути, только такой вот прям лебезящий, часто очень... Либо лебезящий, либо такая показательное понебратство такое. А тут мы, типа, блин, ну, реально... Мне вот кажется, я недавно слушал подкаст Комиссаренко с Сусовичем, наверное. Угу. Вот, и он Где там он говорил, что юморист белорусского происхождения, да я белорус, это ты белорусского происхождения. Вот, наверное, он тогда, короче, он вот как будто бы описал то же самое, вот что, наверное, мы хотели как-то показать, что вот прикольно, вот он говорил, что вот прикольно, вот ваше, ну, Нусович говорил, что вот ваше поколение, оно как будто бы более свободное, потому что для нашего поколения есть какие-то столпы, которых просто, ну, это прям вот столпы, типа, их нужно уважать, а вы как будто бы уже задумываетесь, а почему их нужно уважать. А те, кто после вас еще идут, еще типа следующие, они вообще супер свободные в этом плане, потому что, ну вот он тогда сказал, ну вот ты крутой чувак, ну так я же тоже крутой чувак, типа, ну вместе будем, давай, крутыми чуваками. Ну, в смысле... Вот, наверное, для тебя Масляков не столб. Ну, столб, но я просто не понимаю такого вот супер-пупер лебезения. Ну, то есть он, по-моему, это просто очень крутой чувак, который сделал очень крутой проект, и вот до сих пор он, блин, как-то, ну, то есть он как-то супер понимает в этом, прям, ну, вообще в целом в юморе. И вообще все то, что там происходит, это, по сути, это, наверное, ну, Масляков. Ну, или его там, он же его редактировал когда-то и все такое. Ну, то есть вот этот вот стиль такого будто бы интеллигентного юмора, ну, это вот он. Типа, это, наверное, без Маслякова не было бы такого. Ты работал iOS-разработчиком. Да. Правда, что ты уволился, чтобы заниматься чисто КВНом? Да. Это, кстати, да. Блин, это же нормальные деньги были, я так понимаю, iOS-разработчик. Да, хорошие. Это сколько хорошие? Ну, в смысле, для среднего, наверное, такого. У меня было рейд последний мой $15 в час. Это 2500, $2700, наверное, что такое в месяц. Ты отказался от этого для того, чтобы писать шутки. Объясни мне, как зарабатывают КВНщики и зарабатывают ли вообще? Ну, в основном КВНщики зарабатывают тем, что где-то на стороне там, типа, пишут какие-то проекты, помогают там. Ну, то есть в самом КВН нет, не зарабатывают. Только если это какой-то проект, как вот, например, типа, есть команды-проекты, вот, и там есть актеры, авторы, то есть, вот, авторы, кстати, еще можно... Короче, актерам в некоторых командах платят,
прям, и там автором. Но это команды проекта, где, ну, типа, предприятие какое-то стоит или какое-то там государство. А еще можно ездить, типа, вот, например, там звонит команда, она выступает, условно, там, говорят, там, в премьерке или там, в международке, в первой. Им нужны авторы. И вот они платят деньги, чтобы вы поехали с ними и пописали пару дней. Что это за деньги? Ну вот в Вышке авторы стоят, один человек автор 1020 России в день. То есть, я не знаю, сколько 20 тысяч России, это чуть меньше, чем 300 баксов за вечер. Ну, это вечер, это там с 6 до там, 10, 11, что-то такое, 12. Это зависит от результата, что ты там написал или нет? Нет, просто ты его нанимаешь, он может ничего не стать, но ты ему заплатишь деньги. Но это топовые авторы какие-то, ну, то есть там те, кто не такие топовые, они там 15, могут быть 10. Ну, вот сейчас мы, например, брали, ну, тоже, мы просто никогда не работали с авторами, это какой-то, типа... Эксперимент. Да, чтобы притесаться, потому что в какой-то момент они, скорее всего, понадобятся, чтобы понимать вообще, как это работает. Мы вот на Вышку брали ребят, вот, и сейчас к нам просто ребята из, ну, вот, просто в Лампу, там, в Московскую лигу с нами работали так-то. Вот они прошлого года чемпионы. Ну, они типа там вообще понты, это просто символические какие-то были деньги, просто потому что они были в Москве, как раз написали, мы там с ними общались когда там выезжали, вот. Ой, я могу еще рассказать прикольную историю. Мы все тырили жестко. И сначала это были какие-то старые выступления, типа школьных команды вот нашей, мы типа просто повторяли почему-то шутки, я вообще тогда ничего не понимал. А потом мы начали брать номера «Дуэта Быдло». И я прям, типа, вот я «Дуэта Быдло», я очень много номеров наизусть просто знаю, потому что я их там репетировал, играл. А потом, короче, мы начали еще хитрее поступать. Ну, куда еще? Ты, блин, «Дуэт Быдло». Я начинал отсматривать, короче, какие-то КВНы, но в каких-то вот, ну, прям далеко, где-то супер не телевизионные, какие-то, блин, гуглил какие-то странные кубки, там, лиги. Находил там, и я мог там 2 часа реально посмотреть КВН. И ну, в плохой съемке, какое-то качестве и все такое. И там вот какую-нибудь одну шутку оттуда забрать, которая вот мне нравилась. Я это кучу отсматривал и типа там забирал и собирал это выступление. И вот один раз я наткнулся, короче, на выступление, на кубке. Был какой-то осенний кубок чего-то там, и какого-то города. И там была команда, и мне понравилось вот все выступление, типа прям. И я такой, ничего себе, прикол. Мы забрали абсолютно все выступление, а потом я смотрю, и эта команда с этим же выступлением в премьерке, а потом в Вышке. И, типа, это «Наполеон Динамит». И я, короче, такой, нифига себе, вот на моих глазах выросли просто. Мы вот сейчас встретились в Светлогорске с ними как раз, и я им рассказал наконец-то, что тырил у них выступление нещадно, просто целиком. И прикольно, что сейчас вот я у них брал когда-то типа прям выступление, а сейчас мы просто на одном кубке встретились. Что дальше? Команда КВН, возможность что делать? Возможность писать сериалы? Да что угодно, ну типа любая, наверное, штука в этом вот каком-то бизнесе. Вы сейчас коллективом пишете сериал? Ну не всем прям, типа у нас вот есть там какая-то группа человек, которые больше там пишут, и вот мы типа да, в свободное время от КВН пишем сериал. На это можно жить? Да. Ну, то есть, на самом деле, сериал, ну, его обычно пишут парами, ну, то есть, но я думаю, что для вот Беларуси, типа, можно написать, если вы там пишете вдвоем, можно написать серию в месяц и, в принципе, типа, ну, жить. То есть это что, это там по штуке каждому, да? Или больше? Даже больше. Больше. Вы, говорят, тратили много своих денег на КВН. Ну и до сих пор тратим. Именно с заработанного. Ты примерно считал, сколько ты вложил своих айтишных денег в юмор? Ну, это много. Ну, то есть, сейчас скажу. В Лиге БГУ, там в международке, наверное, это не такие большие траты, это просто там какие-то взносы. Ну, взносы БГУ оплачивала в международке. Это не очень большие траты. А вот в Москву, когда мы начали ездить, мы, получается, вот сыграли 4 игры в Лампе, и сейчас еще сыграли 4 игры в Лампе за свои. Это вот 8 игр, и каждая где-то, наверное, баксов 400-500, наверное, выходило. На человека, да? Ну да, ну, типа, сколько-то.
Что-то Ну, то есть ты такое. примерно 5 штук закопал в КВН, да? Ну, что-то такое, наверное. Ну, нет, ну, больше явно еще, что там, типа, всякие, там... Даже когда нам БГУ, например, не оплачивают, ну, то есть мы вот, нам БГУ там оплачивал на вышку, например, проезд, проживание. Суточные иногда. Нет, ну, вот нет суточных, мы едем, типа, там, за свой счет и все такое. Это Ну, поэтому вы все время в Макдональдсе? но Мак просто это очень быстро. Типа, если ты идешь всей командой есть в какое-то нормальное заведение, то ты тратишь типа 2 часа, например, чтобы все поели. А когда ты идешь в Мак, ты тратишь 15 минут, и вы можете дальше идти писаться. Ну и 2 часа это очень много времени, типа, вот именно когда вы там, типа, постоянно там редактура с утра, ты типа выходишь с редактуры, и у тебя вырезают там, не знаю, пол выступления. И тебе на следующее утро нужно принести готовое, типа уже отрепетированное новое выступление. И ты типа тебе нужно постоянно вот неделю в таких вот, типа, в колесе таком На вертеться. фастфуде. Да, очень подбивает. Мы энергетиков выпиваем просто. Мы каждый день, вот в Москве, когда в прошлом сезоне лампы, у нас каждый день почти был забит холодильник энергетиками, и под утро его не было, типа. Это, мы прям... Это вредно для здоровья, юмор. Да, очень вредно. Опиши абсолютную идиллию для себя. Это скорее какие-то постоянные вызовы, которые я как-то успешно решаю. Типа, ну, в общем, я не знаю, мне пока что, наверное, я слишком молод. В подкасте, например, у Комиссаренко часто вот он спрашивает про это, там, типа, счастье, там, вот какой-то там дом купить, там, все такое. Мне как-то так, как же это неинтересно. Типа, это просто у меня... Не знаю, мне вот, у меня есть такое, что мне как будто бы все равно, это, наверное, тоже больше, типа, вот от папы, там, такое, что мне как-то все равно на финансовую составляющую, и больше нужно что-то, типа, вот делать. У меня такое ощущение, что, типа, если я буду что-то делать, что мне интересно, как бы деньги, наверное, придут, это, типа, средство для достижения, а не цель, поэтому... Окей. А какой ты видишь свою старость? Я очень хочу не страдать деменцией и быть в курсе, ну, типа оставаться вот так на плаву. Например, в этом плане для меня тут же Александр Васильевич это какой-то, ну, прикол. Ну, вот это же очень кайф. Ты делаешь какой-то свой проект, и из-за того, что этот проект живет, это какое-то движение, он же остается на плаву, он же там шарит в этих всех темах. Типа, ну, он смеется, шуток там, типа, про то, что тему белорусских нашли наркоты. Насколько ты счастлив прямо сейчас? Ну, соу-соу. Не уверен, что 50 прямо на 50? сейчас. Наверное, да. Ну, когда делаю какое-то... У меня сейчас проблема, наверное, в том, что я очень много времени, все, посвятил, типа, тому, что вот, типа, делаю, работаю, и вообще ничего не осталось, типа, у меня, кроме, типа, вот этого. Ну, то есть у меня очень мало, типа, общения, ну, почти нету общения, типа, с людьми вне, там, КВН, вне каких-то вот авторских, там, вот этих штук, и, типа, вообще, и вот это меня немножко гложет. То есть, когда я что-то делаю, у меня что-то получается, мне ок. А вот потом, когда ты остаешься сам собой, ты, ну, не знаю, такое какое-то, иногда накатывает какая-то грусть, печаль. Окей, 3 вещи, которые ты хочешь видеть в идеальной Беларуси. Я хочу увидеть у людей улыбки на улицах. Хочу, чтобы было уважение к людям, ко всем, в принципе. И хочу, короче, чтобы я заходил в новости и не думал иногда, что, типа, некоторые там даже телеграм-каналы, которые государственные, что это прикол. Типа, я подписан на них, и для меня это прикол. Я реально смеюсь с новостей, которые они постят, хотя они, типа, наверное, думают, что они делают какую-то работу. Но для меня это так смешно. А в какой-то момент ты же заходишь и понимаешь, что очень сильно устал уже от этого, что, ну, как? Типа, как? Когда они перепощивают эти новости из Панорамы или из Советской Белоруссии. Кстати, Советская Белоруссия очень смешно. Это, блин... Советская Беларусь, ты имеешь в виду, это паблик, это смешной, да? Да, где там просто новости, которые у меня иногда там вот приходит оповещение, и я типа что-то почему-то не смотрю, из какого паблика это пришло.
Я читаю новости, понимаю, типа, блин, прикол, реально. А потом захожу, это Светская Беларусь, я такой, блин, очень смешно. Они таким языком это все описывают, типа, что очень похоже на реальную новость. Уедешь, если все останется как есть? Да нет, наверное. Ну, не, это точно будет главным двигателем. Наверное, будет главным двигателем, если, ну, типа, нужно будет там как-то по работе, я там захочу куда-то дальше там развиваться, и мне нужно будет там, для того, чтобы что-то писать там или... Вот. Ну, точно я бы не стал уезжать, потому что все останется. Ну, то есть я же даже, ну, молод. В смысле, что я на самом деле все, что меня вот так вот жестко, очень сильно вдруг как-то взбудоражило, это вот эти избиения, там вот это вот все. Ну, то есть я особо, наверное, этого не видел до этого. Ну, потому что просто я, во-первых, жил в Жодино, и у меня были какие-то свои заботы, мне там в футбол надо было играть, там, типа, не знаю. А сейчас я просто, ну, то есть вот это для меня какой-то такой критичный момент, что, типа, вот этот карт-бланш на свинство, типа, у силовиков, это, ну, Причем я же понимаю, что это их работа, типа, вот есть митинг, им надо его разогнать, типа, я вообще не понимаю просто, зачем так переусердствовать, что они так любят вот это, типа, это для меня очень непонятно. Но это для тебя не настолько страшно, чтобы уезжать отсюда, да, если это продолжится? Ну, да, ну, мне не то чтобы страшно, типа, что это может, там, что-то может случиться. А вот насчет власти, ну, типа, я на самом деле никогда не был прям так вот жестко, сильно недоволен в свои 16 лет. А жизнь малина? В целом, да, наверное. Ну, типа, мне кажется, все же зависит от того, как ты воспринимаешь все происходящее и то, насколько... Короче, если у тебя есть какой-то внутренний ресурс, чтобы противостоять каким-то сложностям и вот этим угнетающим. Потому что я реально ловлю себя на мысли, что я заложу в Телеграм, и меня угнетает, типа, все, просто все эти новости. С одной стороны, очень плохие новости, типа, от каких-то, типа, независимых Телеграм-каналов, там, типа, с другой стороны, все очень плохо, потому что очень тупо, типа, и вообще как будто бы там пиар-менеджеров нет в принципе, типа, они думают, что это не нужно. И все как будто бы такое какое-то странное. А потом ты такой, не знаю, как-то переворачиваешь это все в шутку, и прикольно. Если вот есть этот какой-то ресурс, чтобы взбодриться, то тогда малина. А если нет, то, наверное, нет. Окей, давай конкурс разыграем. Ты мне ничего не принес, Да. но вы сейчас готовите мерчу. Да, у нас будет, у нас на команду делают байки, БГУ плюс Дядя Тюринга. Вот. И можем сделать байку кому-то, кто выиграет какой-то конкурс. Ты упомянул новости из паблика Советской Беларуси, смешные. Пускай задание будет следующее. Надо будет написать новость в духе этого паблика, самую смешную, либо вспомнить самую смешную новость, которая прилетала в последнее время, сюрная, веселая, смешная, ну, в общем, новость, которая могла бы зайти конкретно тебе, и либо стать вдохновением для какого-то болта на выступлении. Человек, чья новость больше всего зайдет, получит классную байку. Окей, да. Спасибо большое. Да.